Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 3 ноября 2020 года. Посмотрим, какой будет день. Король трефовый. Карта дня. Что будет помогать? Семерка червовая. Что будет мешать? Десятка червовая. Здесь у нас ситуация такая. Будет, скорее всего, день, когда постоянно будут какие-то непонятности, неясности, задержки, вот какие-то непостоянства, да, то есть, допустим, сегодня вам пообещали в 10 часов какую-то сделку, допустим, или отложили, или нужно долго ждать, или нет какого-то документа, нет какого-то человека. То есть вот может быть какая-то такая переменчивость ситуации, когда постоянно что-то меняется или постоянно все зависает, да, то есть непонятно, будет сегодня вообще дело или не будет, да, решится вопрос, не решится. Могут быть какие-то замешательства, вот не знаю, что выбрать, то ли так, да, то есть вот такое ощущение, что я не понимаю, как себя вести, я не понимаю, что мне делать, я не понимаю, чего от меня хотят. Но хорошо, что вот эта карта, она такая быстро проходящая, то есть эти ситуации, они будут быстренько заканчиваться, да, и дальше вот уже какая-то ясность наступает. А также может быть и в отношениях. В один момент вам кажется, что вы любите своего партнера, а во второй момент кажется, что ненавидите, да, или, допустим, вам кажется, что вас обманывают, а на самом деле, допустим, человек абсолютно искренен с вами. Может быть конфликт интересов по этой карте, тоже часто такое бывает, когда мы сталкиваемся с людьми, с которыми у нас совершенно разные цели и планы, и мы можем здесь конфликтовать. Ну, вернее, тут наш выбор, конфликтовать или нет, но так как карта быстро проходящая, лучше все-таки здесь держаться, не усугублять ситуацию. Также по этой карте очень часто идут какие-то иллюзии, знаете, как сказки, да, то есть человек нам рассказывает сказки, мы сами себя обманываем какими-то тоже неоправданными надеждами, да, в общем, что-то такое вот сказочное у нас в этом дне будет. Также карта, связанная с химией, да, вот могут быть отравления. Будьте осторожны с лекарствами, будьте осторожны с какими-то продуктами, да, могут быть аллергии. В общем, здесь вот такое вот состояние, ситуация, вот всякого рода могут быть, знаете, зависимости, да, ну, допустим, не проявлялась какое-то время зависимость там от курения, и вдруг прям очень сильно захотелось курить, да, вот сдержитесь, потому что здесь вот быстро все закончится. Но если вы вот как бы на этой волне все-таки начнете, да, снова, то потом будет тяжело остановиться. В общем, день требует от нас понимания себя, да, требует как бы такого нейтрального отношения к ситуации, к людям, к собственным каким-то желаниям. То есть это, знаете, вот замечательная по этой карте действует поговорка: если сегодня очень сильно чего-то хочется, значит нужно отложить это до утра, утро вечера мудреней, да? Это как бы вам покажет утро, действительно ли это нужно вам, действительно ли это нужно делать, вступать в отношения, покупать желаемую вещь, ну, в общем, исполнять любые свои желания, которые в этот день возникнут. Лучше проверяйте следующим утром. Что будет помогать? Семерка червовая. Общие интересы, интересы семьи, интересы друзей, интересы, может быть, какого-то развития вашего, саморазвития, в профессии развития. В общем, все, что дает вам возможность вырасти, улучшить ваши отношения и сделать что-то хорошее для семьи, для близких, вот это все сегодня показано. А что будет мешать? Десятка червовая. Когда мы полагаемся только на мнение других людей, когда мы доверяем другим людям больше, чем себе, когда у нас неоправданные какие-то ожидания, надежды, когда мы исполняем желания тех людей, которые к нам обращаются, не задумываясь. Не думая, хорошо ли, если я помогу этому человеку, не будет ли ему от этого хуже. Или, допустим, этот человек нас постоянно просит, да, напрягает, мы не можем отказать. Может быть, сегодня как раз стоит отказать. Или хотя бы отложить на завтра эту возможность, сказать: сегодня не могу, давай завтра попробуем, но я не обещаю.
В общем, что-то такое здесь нам нужно сделать. Отношения давайте посмотрим. Те, кто в поиске партнера, шестерка червовая. Но здесь карта будущего, карта больших перемен, и, скорее всего, вот можно нафантазировать себе, как раз вот мы говорили, да, по королю трефовому, может встреча быть с человеком, и мы можем все самое такое вот, что идеальное есть, ему приписать, а он окажется совершенно другим, да, то есть нужно быть осторожней, хотя эта карта очень часто и показывает как бы новый поворот жизни, улучшение, да, когда встречу с будущим, но все-таки давайте мы будем учитывать, что день такой мутный, да, и мы все-таки отложим на потом возможность принятия решения какого-то. Пока что пусть этот человек будет, да, но мы не будем доверять 100% и не будем рисовать, пририсовывать ему какие-то достоинства, которых, может быть, у него нет. Для тех, кто в паре, король трефовый. Здесь будет ситуация, связанная со взаимопониманием, могут быть какие-то обиды, вот про что я говорила, да, то есть ситуация какая-то мутная, тайная, непонятная, и вот мы уже тут заранее можем обидеться, заранее устроить какой-то скандал, конфликт и так далее, а оно окажется совершенно, ну, как бы ненужным, да, то есть не нужно будет это все делать. Скорее всего, здесь вот нужно повременить во взаимоотношениях. Лучше заняться сейчас работой, зарабатыванием денег. Можно покупки какие-то совершать. Если, допустим, вы в паре совершаете какие-то покупки, то здесь вот будут какие-то внешние обстоятельства, которые мешают, но как бы на ваши отношения это не повлияет. Вот. А так, в принципе, лучше сегодня никаких выводов о партнере не делать. Для тех, у кого ссора, восьмерка трефовая, можете помириться. Вот эта карта быстро проходящая, она как раз вот часто ссору показывает, да, когда мы не понимаем друг друга. И вот здесь как раз у нас есть возможность примирения. Либо этот вопрос решится так, вот сам собой, так, как вы даже не ожидаете, к вашему благу. Давайте посмотрим работу. Те, кто в поиске работы, здесь ситуация какого-то разочарования может быть. Встретитесь, может быть, с человеком, который такой жесткий, манипулятивный. Или, может быть, знаете, неправильную информацию вам будут давать, обещать одно, а потом окажется другое. Вот нежелательно сегодня подписывать какие-то документы, договоры. Лучше испытательный срок сначала, если пойдете на какую-то работу. И самим тоже нельзя обманывать. Вот давайте достоверную информацию о себе. Для тех, у кого уже есть работа, что-то здесь у нас неопределенное, да. Смотрите, по этой карте очень часто бывают как неожиданные выигрыши, так и проигрыши. Тем более в сочетании с королем трефовым, да, здесь может быть все что угодно. Кто-то над вами подшутит, какую-то информацию даст неправильную. Или, допустим, вы примете решение, вот уйду и все с этой работы, не могу больше здесь работать, да, необдуманное, слишком быстрое решение. То есть все оставляйте на завтра, откладывайте до следующего утра, чтобы этот вопрос решить. Потому что если, допустим, утром у вас останется такое же желание уйти с работы, ну тогда уже можете в этом направлении двигаться. Если же утром вы ужаснетесь тому, что вы хотели сделать, ну значит вы не совершили какой-то необдуманный шаг. Ну и вообще, конечно, ситуация может выйти из-под контроля сегодня. Может быть, внимание рассеянное, да, может быть, что-то упустите, кто-то вас может обмануть и подвести как-то. В общем, все проверять, стараться как можно более сконцентрированным, сдержанным и так далее. Не допускать в себе каких-то вот, в общем, не допускать того, что вы обычно не делаете на работе. Для тех, у кого свое дело, девятка пиковая. Но здесь, смотрите, здесь вам придется что-то пробивать. Но лучше, знаете, вот настроение у вас добиться во что бы то ни стало, да. Но так как ситуация от вас не всегда может зависеть, в нее могут вовлечены другие люди, власти, документы, может быть, нужно будет куда-то ехать, да. Но у вас вот девятка пиковая говорит о том, что вам не нужно суетиться. Или что-то там переждать спокойно, без нервов, без эмоций. Да? Если надо как-то какую-то решительность проявить. Требуйте самых надежных условий. Не подписывайте ничего, пока у вас нет стопроцентной уверенности, пока не проверено все, чтобы не было ошибок.
В общем, когда вы уверены во всем, только тогда принимаете решения, какие-то действия совершаете. А так вообще день, конечно, может быть суматошный, но это все быстротечно. И в конце дня, я думаю, что уже здесь все спокойно, стабильно, нормально. Если не наделаете никаких глупостей здесь. Финансы для тех, кто на зарплате, валет червовый. Но здесь могут быть какие-то подарки, поощрения или обещания каких-то подарков, поощрений, да, может быть обещание более высокой зарплаты у вас или у вашего партнера, у кого-то из вашей семьи тут. В любом случае, смотрите, денежек может прибывать благодаря людям близким, да, от друзей могут быть какие-то деньги. Вообще вот по этой карте мы часто очень покупаем что-то красивое, тратим именно на то, что мы любим. Для тех, кто своим делом зарабатывает, семерка трефовая. Здесь у вас ваши денежки зависят от количества общения, да, то есть пишем письма, звоним, назначаем встречи, устраиваем распродажи, какие-то переговоры важные проводим. В общем, от контактов зависит получение финансов. Чем больше контактов, тем больше денежек. Ну и вообще эта карта, конечно, когда по мелочам приходит довольно-таки хорошая сумма. Здоровье. Восьмерка червовая. Ну, карта эмоционального какого-то беспокойства. И вот, знаете, обычно по этой карте возникают болезни психосоматические, то есть сами себе надумать можем их. Вот именно что-то из подсознания такое вот выходит, да, вот какая-то ситуация нас цепляет, и вот подсознательная какая-то реакция может быть такая, что на психосоматику подействовать, поэтому нужно быть осторожными. Ну и вообще эмоции и чувства сегодня, они, конечно, будут определять наше здоровье, поэтому как минимум отрицательных эмоций, как максимум положительных. Прям стараться для себя какое-то такое вот создавать настроение, да, как-то заранее себя настроить, что я не реагирую ни на что. Надо ждать, жду. Не получается что-то к лучшему. Есть желание что-то там прекратить, разрушить. Ну, это просто желание, я завтра его проверю. Как-то вот так. Тогда со здоровьем будет проще. Вот. А так, эта карта очень часто еще связана с жидкостями, да. Много воды пить важно. Ну, может, немного, но достаточно. И важно, чтобы как бы не было холода, тоже у нас по этой карте очень часто показано именно такое вот комфортное состояние пищи, воды, да, не сильно горячая, не сильно холодная, простая какая-то еда для того, чтобы здоровье было хорошее, следить за органами ЖКТ. Ну, кстати, здесь еще может быть ситуации женского здоровья, когда какие-то могут быть сбои, да, может быть здесь, если, допустим, у вас что-то не ладится в организме, и вы не знаете, что это, да, то есть не можете определить, попробуйте, вот если, допустим, вы женщина, попробуйте посмотреть, может быть, это какие-то гормональные сбои. Давайте посмотрим, чем закончится день. Дама червовая. День-то говорит о том, что все к лучшему. Вообще дама червовая, карта перемен. Перемен в доме, переездов, карта улучшения ситуации. Вот просто рост какой-то идет в важных сферах. И плюс неожиданные новости. Может быть, кто-то приезжает в семью, появляется новый член семьи. Или просто вот какие-то новые люди появляются у вас в доме. Какие-то неожиданные ситуации, неожиданные новости, но к лучшему. Тут еще, знаете, если, допустим, вы хотели куда-то переезжать, может быть, просто путешествовать собирались, какая-то информация по этому поводу может быть получена благоприятная. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.